Здравствуйте! В эфире программа «Гвардия». Мы в своей программе стараемся по возможности рассказать о том, как живут, чем живут осетинские диаспоры в России и за ее пределами. Вот и сегодня мы пригласили в студию Тамерлана Владимировича Кулаева. Он как раз представитель осетинской диаспоры Ставрополья. И в сегодняшнем разговоре примут участие также наши известные уже спикеры. Это Чермен Таймуразович Мурашев, он представитель ассоциации группы «Вымпел», Таймураз Джамалиевич Кокоев, общественный деятель, педагог, и примкнувший к ним сегодня для разговора Савелий Моисеевич Бязров, он тренер. Вот такая команда у нас сегодня на телевизионной площадке, и мы начинаем наш разговор. Ну, естественно, что первое слово мы предоставляем, конечно же, Тамерлану Владимировичу, нашему гостю, и хотим, чтобы он ввел нас вот в курс своих дел ставропольских. Задачи, которые стоят перед диаспорой, конечно, тоже непростые. Вот насколько вам удается их решать? Как вы живете, чем живете? Во-первых, хочется сказать, что наша диаспора работает для того, чтобы сохранить наши традиции и обычаи, нашу культуру, нашу веру, язык. И одной из главных задач является объединение всей молодежи, которая находится в Ставрополе, всех студентов, всех, кто по различным причинам приезжает в Ставрополь. И главная задача – это объединять и приучать их к единству. И для этого проводятся различные культурно-массовые и спортивные мероприятия. Понятно, что молодежь вы привлекаете. А кто у вас, скажем так, главный двигатель прогресса? Кто возглавляет этот Главным ход? двигателем этого движения всего является Ватаев Тамерлан Зильмиханович. Он является нашим лидером диаспоры, и который объединяет вокруг себя всю молодежь, который проводит все мероприятия, сам организовывает, участвует во всех делах и показывает все на личном примере. Вот этот его личный пример во всем, во всех начинаниях и проявляет его как лидера. Таймураз Джамалиевич, как вы можете охарактеризовать их деятельность? Какие главные направления? Может быть, вот Тамерлану не так ловко сегодня сидеть и хвастаться, вот мы умеем то, мы делаем это. Вам со стороны виднее, я хотела, чтобы вы вот прокомментировали. Мое знакомство с Тамерланом Ватаевым произошло сравнительно недавно. Ну, это где-то в 2020 году мы были в гостях в Ставрополе. Мы и наши коллеги, когда увидели вот эти мероприятия, вот эту теплоту, вот эту сплоченность, потому что начинают языковые школы, школы астинского языка, и начиная от таких преподавания астинских танцев, все это налажено, организовано. Сегодня очень хорошо, что в программе «Гвардия» мы говорим о тех наших земляках, которые живут и работают за пределами Осетии, в ближнем, дальнем зарубежье. И вот, на мой взгляд, наиболее энергично, эффективно, вот, конечно, действуют это столичные наши Астины, Москва, Санкт-Петербург, но вот мое видение такое, что и Ставропольский край сейчас, можно сказать, самый тоже эффективный, самый быстро развивающийся. Дело в том, что вот от их новаторства и от их, значит, многочисленных мероприятий, кто только туда уже из Осетии, из тех, с кем мы работаем, общественных деятелей, экспертов, вот, любителей своего края, культуры, не побывал там в гостях. На разных мероприятиях. Ведь мы знаем, Ставрополь это и кузница была вот тех, кто получал образование еще в XIX веке. Наш Косталь Иванович Хетагуров учился целых 10 лет в Ставропольской гимназии. И многие другие. И эта традиция, вот этот молодой парень, сравнительно молодой парень, Тамерлан Ватаев, он его
взял и возвысил, я так могу сказать. Все в руках одного человека. Вот каждый может сказать, что он лидер, но это дано, наверное, свыше. Вот эти качества, организованность, вокруг себя сплачивает тот коллектив, который сейчас именно составляет костяк остинской общины, остинских, ставропольских остин. Их очень хорошо знают в Ставропольском крае, по всей России. Прошлое Ставропольского края, оно перекликается с Осетией. И я хочу, чтобы вот как раз как молодой человек вспомнили вот это прошлое, где вот эти пересечения, и как это сегодня вот преподносится молодежи. В начале 20 века в городе Ставрополь, город Ставрополь служил местом дислокации Остинского казачьего конного дивизиона. И где в западной окраине города был расположен ипподром, где проводились кавалерийские учения. Этот район в дальнейшем в народе прозвали Осетинской. И там еще появилась улица Остинская, Остинский конный дивизион. Участвовал в дальнейшем в русско-турецкой войне. И за высокие заслуги которых в дальнейшем император сам Александр II наградил целый дивизион Георгиевским знаменем. И этот конный дивизион также участвовал в Первой мировой войне. Там же отличился в боях. Зная вот эту историю, наш председатель Тамерлан Зельмиханович, у него появилось желание, что вот эту историческую данность надо увековечить. И благодаря его упорству, его усилиям, его характеру, он добился того, чтобы это было увековечено и поставлено именно в том районе, где было место дислокации, где проходили учения кавалеристов. 6 мая 2022 года было торжественное открытие памятника, посвященного Остинскому конному казачьему дивизиону. Мы стараемся передавать это молодежи, которая к нам приезжает, всем студентам, которые учатся там. И они должны это все знать, чтобы в дальнейшем они укреплялись и духом, и физически. Из регулярных мероприятий, которые практически ежегодно проводятся, это 15 мая бывает празднование День остинского языка. И вот это практически каждый год делается. 15 октября скоро будет день рождения нашего Косталя Ивановича Хитагурова. И вот такие большие даты в Ставрополе проходят на высшем уровне. Все это делается с помощью диаспоры Ставропольского края. Мы неоднократно сами приезжали туда, и там собираются все вот именитые спортсмены, тренера, выдающиеся чемпионы, олимпийские чемпионы, бойцы UFC у нас, Азамат Бекоев, Махарбек Каргинов. И все собираемся, сплачиваемся друг с другом и празднуем все вместе. Вы еще какие-то совместные мероприятия спортивные проводите вместе с Осетией, да? Недавно был турнир, футбольный турнир организовали. Также это был чемпионат. Около 35 команд участвовало в чемпионате. В Феогдоне провели. Это был посвящен турнир Великой Отечественной войне. Турнир собрал много участников. В горной местности выделили поле в Феогдоне. И там провели этот турнир. Он получился очень красочный. Детишки были так азартно играли. Я сам присутствовал, тоже смотрел и наблюдал, что футбол – это тоже не просто игра. Там они боролись, дрались за каждый мяч, за каждый пас. И мне было очень приятно наблюдать, как детишки соревнуются и добиваются результатов. Именно вот мероприятия тоже могли они сделать в Ставропольском крае. Но опять же повторюсь, что вот так многие поддерживают связь с малой родиной, что именно решили, чтобы в Северной Осетии здесь вот собрать вот многие команды многих республик и провести, опять же, это же имиджевые тоже акции. И молодежь, и эти дети, они знакомятся, они дружат, потом на многие годы оставляют впечатление, и даже уже
когда бывают во взрослой жизни, они налаживают эти контакты и поддерживают связи. Но в то же время вот в студии сегодня у нас Савелий Моисеевич Бязаров, который он сам своим жизненным циклом, творчеством, спортивными достижениями может вот служить непосредственно вот, примером. В том же Феогдонии вот, Савелий Моисеевич работает безвозмездно с детьми, сейчас коллективы собирает там. И это многим нравится, родители их привозят безвозмездно. Но, опять же, это же настоящая школа тех ребят, которые в будущем вырастают, может быть, волею разных причин будут жить и работать в разных странах или в разных регионах. И они тоже будут придерживаться тех правил, устоев, которые получили в родной Осетии. Поэтому он наставник олимпийских чемпионов, чемпионов мира. И эти люди прославили до небес и в мировом масштабе маленькую Осетию. Вот это пример тех вот событий, которые можно сказать, что почему нас в Ставрополе. И в других регионах нас сейчас смотрят, и пускай знают, мы о них помним, знаем, и будем, наверное, встречаться, готовить другие программы. Конечно. Следующие. Савелий Моисеевич, может быть, немножко о себе расскажете, вот о своем пути спортивном? Трудно говорить про себя. Всю жизнь работал. Сперва в школе работал 29-й, потом в трудколонии, это Ридан, там. Уже 47 лет работаю тренером, воспитателем по вольной борьбе. Он подготовил нашего блестящего спортсмена, олимпийского чемпиона Давида Мусульбеса. Сейчас я могу сказать, что вот в скором времени есть известный спортсмен, в прошлом вольный борец, сейчас уже известный в сфере по боям без правил Марат Балаев, вот его воспитанник. Их много учеников, и чемпионы мира, и чемпионы Европы. Поэтому Савелий Моисеевич, может быть, скромничает, но телезрители во многом его знают прекрасно в мире спорта и в мире педагогов, спортивных педагогов. Ну вот что-то мы узнали о нем, с вашей помощью. А я хочу, чтобы вот Тамерлан тоже немножечко о себе рассказал. Начинал я тоже с вольной борьбы, выходец из вольной борьбы. Моим первым тренером был Хинчага Виталий Сергеевич. В Ордоне начинал заниматься. Потом, когда перешел в смешанные единоборства, начинали с нашим тренером Маратом Илаевым. И когда появились первые результаты, вот, кстати, Тамерлан Зильмихановичем познакомились. Он нам создал условия в Ставрополе и сказал: вот я вам предоставляю условия, предоставляю дом, договорился насчет питания, приезжайте, будем вместе тренироваться, вместе выступать. И мы так целой командой все переселились в город Ставрополь. Вот там Ибрагим Тибилов, Марат Илаев, я, Азамат Бекоев, Каргинов, Ливан Персаев, много-много ребят. Мы одной командой перебрались в Ставрополь и там продолжили заниматься и выступать. И Тамерлан Зильмиханович вместе с нами каждый раз был на зарядке, сам приходил на тренировку. Тоже он выходит со старой школы вольной борьбы, сам нам на личном примере показывал какие-то приемы из вольной борьбы. И вот так мы все вместе жили, как одна семья, вместе тренировались, отдыхали, выезжали на соревнования в различные по России, на СКФО, и выигрывали, и добивались успехов. Два человека от спорта присутствуют, и уже можно делать целую большую программу спортивную, отдельную. Но у нас программа носит другой характер. И поэтому я хочу, чтобы мы сегодня вспомнили про то, что происходит сегодня на фронте. Мы Великую Отечественную отметили, что молодежь проводит турниры вот под эгидой этой победы. Сегодня тоже непростая ситуация. Там на фронте много наших ребят. И, конечно, хотелось бы узнать Ставрополье, его участие вот в поддержке наших. Оказывается регулярная гуманитарная помощь в Луганскую область, в Донецкую область. И Тамерлан Зильмиханович сам лично выезжает на место проведения операции и сам лично отвозит гуманитарную помощь. До этого были в Луганской области около 5 тонн
гуманитарной помощи, повезли продовольствие. В Донецкой области поликлиникам, больницам все необходимые медикаменты тоже снабдили. Познакомились там с врачами и сказали, что будем участвовать, будем оказывать поддержку. Находимся в городе Луганск. Встретили нас замечательно. Хотели поблагодарить Ирину Анатольевну за то, что она делает в таких условиях непростых. Большое вам спасибо. Всего вам от Бога. Спасибо и вам большое, и всей ставропольской диаспоре за такую помощь нашим деткам. Мы благодарим всем мира, добра, здоровья, всего самого лучшего. Очень рада знакомству и приезжайте к нам еще в гости. Спасибо от души. Храни вас Бог. Спасибо большое. До начала СВО Тамерлан уделял особое внимание и ветеранам, в том числе и спецподразделений. У него и в заместителях были люди, которые непосредственно участвовали во всех этих мероприятиях. Много остин, которые сейчас находятся в медицинской части, которые могут быстро, экстренно помочь тем или иным нашим землякам. И Тамерлан всегда в этом помогает, способствует. Очень много спасенных жизней, которые, опять-таки же, были связаны благодаря остинскому сообществу в Ставрополе. Сегодня республика, она вот во многом живет этим. Живет вот специальная военная операция, она затронула каждого. Если они вот болеют, переживают за свою родину, за своих сограждан, то вот много мы получаем, и вот Черме Мурашев, и все вот Савелий тоже, много получаем и просьб, и откликов, и наши коллеги тоже с просьбой помочь. В разных областях это может быть даже и с медицинской точки зрения, с экипировкой. И если в этом бывает необходимость, вот я знаю, что можно позвонить в Ставрополь, получить какую-то поддержку самого разного характера. Или вот часто сейчас обращаются родные и близкие, когда связь потеряна с бойцом, да, он в госпитале, не могут найти. И Тамерлан так погружен вот в материал. Неоднократно я ему звонил, и благодаря ему мы находили бойцов. Рано или поздно специальная военная операция завершится, надеюсь, нашей победой. И тогда надо возвращаться уже к тем, опять же, мирным процессам. То, что мы сейчас делаем, чтобы это не утратить, а наоборот, параллельно вести, подтягивать, обучать, наставлять молодежь. Надеюсь, мы еще вернемся к этой теме. Уже из других регионов будут у нас гости. Мы их будем отмечать. И спасибо вот Тамерлану Кулаеву, действующему спортсмену. Больших успехов мы ему желаем. Скоро. Его победы скоро будут опять радовать жителей Осетии. Спасибо Чермену Мурашеву, который много лет занимается помощью ветеранам. Спасибо огромное Савелию Моисеевичу. Сегодня мир как никогда неспокоен. Посмотрите, сколько войн. Посмотрите, какие конфликты, включая и межнациональные, что тоже очень страшно. И только-только вроде бы меньше крику стало по поводу лиц кавказской национальности. Вот чуть-чуть притухли вот эти вот безумные разговоры. И вновь взорвавшаяся бомба и в Азербайджане, неспокойно в Армении, ну не очень-то спокойно и в Грузии. Вы понимаете, вот в такой обстановке имидж каждого народа, наверное, должен быть на очень высокую планку поднят. А благодаря кому? Благодаря людям, которые лидеры, которые могут повести за собой. Это те самые люди, о которых мы сегодня говорили, кто может организовать народ для того, чтобы вот с честью, с достоинством пронести имидж, суть своего народа.
Я думаю, что это самое главное в нынешнее время. А я с вами прощаюсь. Всего доброго. До свидания.